Bize başarılı şu asar stakop tabu bidud zanray ya şu skanıcına şu haize zafan чунчера атагала заша швёк уи айбашраштах асихан ахмиткара ехеге яцхраут ехеге цве чунчера ха яша хузер или мал ахмиткара ехеямо чунчера бюджет ясхадзо Харая хапота политика ну хазар усу хазар объективные вещи ухаро ехе хапот хара ачунчера ус шава клавагера духов выги Яхбот, улица Пахартот, Акхартот, вы а бюджет Хочупаха, ну и Рушо Харцот. Я хочу вас всех поблагодарить, что в первую очередь вы пришли. Я хочу сейчас кое-какие свои мнения вам всем озвучить. Конечно, в политической деятельности объективность должна быть. В любом случае, я хочу повторить, что сегодня при таких мизерных средствах вот и районные депутаты, и глава города, да, немало сделано, мы это видим. Но, конечно, средств не хватает, нужно больше. Я теперь хотел бы сказать по поводу нашей команды, нашей площадки. Наверное, вы видите, я в первую очередь вам всем обращаюсь. У нас есть очень много молодых людей, мы определили определенный союз политических организаций и политических партий. Молодые ребята, которые хотят что-то делать полезное в своей стране. И самое главное, что эти люди, их нельзя обвинить в том, что они где-то работали и с чем-то не справились. Это молодые люди, у которых цель сделать, еще раз скажу, принести пользу своей стране. Вот я хочу поделиться некими актуальными вопросами, которые сегодня происходят в нашем государстве. Но если я буду говорить что-то неправильно, вы сами это услышите. Я хочу сказать за энергетику в первую очередь. Да? Энергетика, мы много не обсуждаем, говорим о том, что она должна быть наша, да, абхазская, государственная. При том, что свет, тарифы на свет, мы вот видим, что тарифы на свет поднимаются. Мы видим, что есть какая-то дорожная карта, и нам говорят о том, что это хорошо. У меня вопрос другой. Понятно, в обществе, да, в государстве постепенно что-то должно идти наверх, да, какие-то платежи. Ну, и вы меня извините, но и люди же, да, в этом плане должны тоже заработные платы повышаться, пособия, все. Это все остается на месте, а мы видим большие тарифы. Пенсионер, который сегодня, да, там абхазская пенсия 500 рублей, как ему платить за свет, если он до этого платил 200 рублей, а сегодня платит 1000. Это тоже очень большой вопрос. Второе, что бы я хотел сказать, ну, вы знаете, Артур здесь сказал, за государственный аппарат. Конечно, государственный аппарат раздут. Огромные финансовые средства уходят на его содержание. Почему я это вам говорю? Потому что государственный аппарат содержите вы. Государственный аппарат содержит рядовые наши граждане. Да, в период предвыборных кампаний говорилось о том, что будет меньше сокращений, а на факте мы видим другое. Помощников больше, замов больше, да, советников больше. У меня вопрос, что мешает нам это сегодня? Да, это же не нужны никакие большие государственные средства. На это, на мой взгляд, нету воли. Самое, что печальное в этом. Вы знаете, я бы хотел еще затронуть тему Пицунды. Почему я хочу ее затронуть? Мы много раз свое мнение говорили, общественные организации, партии, но вот я слышал, да, прокуратура заявляет нам о том, что не может, да, там нету состава преступления, потому что парламент не ратифицировал данный документ. Ну, вы меня извините, а там речь идет о том, что спутали координаты. Вместо дачи там хотели дать еще пол Пицунды. Но у меня вопрос к нам всем. Но если столько граждан, да, на эту тему высказались, столько людей об этом говорили, признали, что есть ошибки. Ну, неужели ради наших граждан, ради нашего народа нельзя человека, который поставил подпись под этот документ, отправить в отставку? Почему это не делается? Я не могу понять такую вещь, да? Это все в конечном итоге приводит к накалу общественно-политической ситуации. У меня вопрос, зачем это делать? Мы же все вместе хотим строить нашу страну. Нам не нужны потрясения. Я и много раз говорю о том, что, может, меня кто-то и критикует, что слишком мягко. Я всегда говорю, что нужно работать в рамках закона. Но в этом плане, да, эта дорога должна быть, да,
и нас должны слышать, и мы должны слышать. Но в этом плане мы этого не видим. Что касается темы апартамента, мы часто все обсуждаем эту тему. Вот я смотрю на город Очимчира, да, я вообще очень больно к этому всему отношусь, к восточной нашей части. Сколько у нас территорий, сколько у нас участков, да, которые наши же граждане не могут что-то сделать. Почему государство в первую очередь не говорит о том, что давайте будем изыскивать средства, кредиты, чтобы вы могли это сделать? Нет, они хотят сделать апартаменты, а апартаменты в конечном итоге прибыли никакой государству не будут приносить. Говорят за рабочие места, но рабочие места тоже какие? Обслуживающий персонал. На мой взгляд, эту тему нужно обсуждать. И сегодня это преждевременно. И еще я что хотел сказать. Широкое обсуждение обществом – это кто? Вот когда говорят широкое обсуждение общества прошлого, это бизнесмены, хотя ко всем с уважением отношусь, которые заработали средства и имеют деньги. Для меня широкое обсуждение – это вы. Для меня широкое обсуждение – это наши граждане рядовые, которые много чего сделали во время войны. И ваше мнение нужно спрашивать в первую очередь. В конце я бы, знаете, что хотел сказать? Я хочу сказать о том, что чтобы мы все вместе смогли создать именно такие условия, чтобы сегодня из Очимчира, из восточной части Абхазии, люди не уезжали в другие города, потому что нет работы. Чтобы было популярно жить и работать в Восточной Абхазии. Я вам желаю здоровья, добра, чтобы Хакеба Бабзера Бабзахана.